Ассаламу алейкум. В эфире программа «Неделя». В студии Ислам Ершов, и вот о чем расскажем вам сегодня. Своих не бросаем. Делегация из Чеченской Республики под руководством министра культуры Айшат Кадыровой побывала в зоне специальной военной операции. Дом культуры, аппаратура, инструмент, Рассрочка строго по нормам ислама. В Грозном открыли новый офис компании «Фаворит». У нас самые лучшие условия на рынке. У нас один из лучших сервис. Правильная акида – основа веры. Муфтият Чеченской Республики проводит уроки вероубеждения для преподавателей Корана. از حجج که دعوی وش البرش بانخ اورمی لخر یلش خوک باید دعوی وش خیروچه اشتوا مفتی سال حاجی امر ثاني ولعبيوش بابو. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдуллаев. ديل يالشان عليه الصلاة والسلام أقر عوجمي بولت إختوهم برسوا إختوهم هم برهون ألجوا ديل يالشان عليه الصلاة والسلام بن بول ويت محمد تحيات استقوئي جيم زام يالش أدمو ويت سأوي ندعوي رؤيال أما وليد بالمغيرة شيك أنتخ شيك وانجخ تامش بيش إتعشيت تعقوان خلصون دنيا نشوال تاريخ تامش بيش خلصوا شيني اللي قلت إحيا ديل يالشان سيلا بوغشة أصوص ديل يالشان عطر يشغل لتسوى تغانا أص وليد بن مغيرا كريري أو دنيا شعدو الإرس سكرين مش عدو إرس مش عدو أدمو ليخدو أو دنيا شعدو الإرس يتحا إرس دوئي محمد عليه الصلاة والسلام أص محمد أتسقوات والليك بهم أص محمد أتسقوات والليك بهم أص محمد أتسدي أنشون تقوات والليك بهم أو دنيا شعا إرس كرورداتسون По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. На Донбассе побывала делегация из Чеченской Республики под руководством министра культуры Айшат Кадыровой. В ее состав вошли внуки первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, Ахмад Эли Адам и другие родственники главы республики, а также высокопоставленные чиновники. В рамках поездки группа передала жителям ДНР гуманитарную помощь, посетила ряд объектов и побывала на линии соприкосновения. Подробнее расскажем в следующем материале. Министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова прибывает на территорию Донбасса. Ее сопровождает делегация, в которую вошли внуки героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Ахмад Эли и Адам, вице-премьер Чеченской Республики Ибрагим Закриев, начальник УГИБДД региона Идрис Черхигов, мэр города Грозного Хасмагомед Кадыров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и другие. В ходе визита Айшат Кадырова встретилась с мэром Мариуполя Константином Иващенко, а также с местными жителями. В процессе общения с ними она обратила внимание на некоторые проблемные вопросы горожан. Наиболее острые из них Айшат Кадырова намерена взять под личный контроль и решить. Расскажите про впечатления в первую очередь. Как мы знаем, с первых дней специальной операции по поручению президента регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, по поручению Аймани Несиевны проводится гуманитарная помощь. И благодаря ей жители уже получили помощь. Это и медикаменты, и продукты, и все, что нужно. И сегодня по поручению Аймани Несиевны мы приехали, тоже привезли продукты. Желаем жителям мирного неба над головой. Ассаламу алейкум. ويومات مريم بلعدو وقر ناغن продукт ما يعش وفوندير أعمل عجيت أيو ده أزود أبو دولتن гуманитарная помощь, что хода канду хоккар дада мола, вывезли на передовой дорогу дошло, сам увешал аж мумбуаш, на муатик дорогу дошло. Это есени коч баша, что макали аузер дошло. Делегацию из Чеченской Республики встретил глава ДНР Денис Пушилин. Он поблагодарил гостей за визит и рассказал, что поддержка Рамзана Хаджи Кадырова и всего чеченского народа в проведении специальной военной операции неоценима. Мы совсем недавно имели возможность посетить Чеченскую Республику.
Сегодня уже имею возможность принимать вас в Донецкой Народной Республике, и ваш визит действительно является значимым для нас, потому что мы понимаем, сколько делает чеченский народ для освобождения Донецкой Народной Республики и защиты в целом нашей большой родины России. И что касается вас лично, я сам знаю и имел возможность пообщаться с Андоном Ахматовичем, то есть и вас отличает действительно доброе, смелое сердце, которое, в принципе, привело вас в Донецк, когда здесь опасно, когда здесь стреляют, и буквально сегодня мы могли видеть, что нацистский режим ни перед чем не останавливается, то есть старается нанести как можно больше вреда простым гражданским лицам, которые требуются в защите и требуется, конечно же, им дополнительная поддержка. Вы известны как защитница прав человека, и потому не могли обойти вниманием все происходящее в Донецкой Народной Республике. Вы много делаете и для поддержки бойцов, участвующих в специальной военной операции, помогаете им и своим искусством, и словом, конечно же, молитвой. Я передаю слова приветствия главы Чеченской Республики Кадырова. Спасибо большое. В рамках встречи Денис Пушилин вручил Айшат Кадыровой орден Дружбы за сотрудничество как символ благодарности за поддержку Донбасса в тяжелый период. Следом делегация под руководством Айшат Кадыровой посетила секторы несения службы чеченских бойцов в районах специальной военной операции. Здесь они пообщались с бойцами под командованием Вахи Геремеева. Его отряд задействован в охране важных объектов Мариуполя. Продолжая рабочую поездку, делегация посетила и Республиканский травматологический центр Донецка. Здесь Айшат Кадырова поинтересовалась у врачей состоянием каждого ребенка, а также имеющимися проблемными вопросами. Также всем пациентам передали денежные средства от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и продуктовые наборы. Впрочем, благотворительная организация оказывает всестороннюю поддержку данной больницы регулярно. Сегодня наш травматологический центр посетила делегация Чеченской Республики во главе с министром культуры и с министром национальной информации, которые привезли достаточно большую гуманитарную помощь. Это и продукты питания, напитки, материальную помощь. Хочется поблагодарить очень руководство Чеченской Республики, лично Рамзана Ахматовича Кадырова за то внимание, которое уделяет нашим пациентам, пострадавшим, как взрослым, так и детям, пострадавшим в результате боевых действий, а также за ту помощь, которую нам оказывает. Большое спасибо. Побывала делегация под руководством Айшат Кадыровой и на передовых позициях в зоне специальной военной операции. Здесь группа ознакомилась с ситуацией на фронте и пообщалась с бойцами батальона «Запад Ахмат» под руководством братьев Исмаила и Рустама Агуевых. Они поблагодарили их за визит и отметили, что благодаря всесторонней поддержке руководства Чеченской Республики все бойцы находятся в прекрасном расположении духа и готовы идти до победного конца. بشي بيرش دانا اون خوي سيجري حباكن وان دوق نزلادو بچ دوزل دان نه خبري تشك بعدون ومت ابو بچ دوزل وقابوشون شو يو دايد شو موك داخيت شو موك حباكن بو كدير وفاميليت يعمل ويك شو دان ومت تون سيجري امت بوس بشي بيرش ومت دو دال عالش دول والله بالله فروستش باحكن اموت ايردو الله وقوش امريكي يقولش اتدوق ولا شو دال عالش دول دال شي دي شنيني يجري هو ما قولش دال وباتش لا تو وقام لا تو الله قوشو 9% يودر دلا
توس ويجي قزع دون سلام دون حيوش متك شو دون بتشخن دون بيرق يات عم دال بول عايشة دال دول دوشون دال وي ديكش أو جويتيل حرك أنت دال وز ورا دائما دون لازين خنك شات يقشات أما وغيت باش إيش دون حال دو وي دال مولا درس خليل ده كنا والله خزاخ يتج أو أقوي بتشخو وين أوقات حلك تعم يشيش دات Gersi, Edwardsi, produkcji, technikcji, mocno ma doszło, a pierwszy prezydent doszło do razów obydwóch co nocy kam keller dakert. Się sadadele dal mola, et Ahmad Hajini harkenti yuutsabos, da bialash mabu daur doshmado. Et Allah der res khilil shunda kana dal mola temte alazawo lale aqa wa period adwalasto. Por dina period adwalasto. ويتانا يو أبيش بوابيش تعدوا على شنو؟ Внуки первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова Ахмат Эли и Адам после ряда встреч приехали на линию соприкосновения. Вместе с боевыми товарищами они пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам. Ахмат сила, Аллаху Акбар. خبري سويل شاي أوكرانيشن مقضيها سياحة دولية عمت بيلقل ياخ زكايو سنز حي إنيول كتير بوركايو ناخي. Внуки первого президента и другие родственники главы республики не впервые в зоне проведения специальной военной операции. С первых дней они в числе тех, кто встал на защиту интересов Родины, свободу вероисповедания, традиций и культуры. Абдулла Батаев, Ислам Али Султанов. Неделя. После насыщенной поездки на Донбасс делегация под руководством Айшат Кадыровой вернулась в Грозный. Внуки первого президента республики Ахмат Эли и Адам Кадыровы доставили в регион 3 пленных военнослужащих вооруженных сил Украины, которых они обезвредили в ходе участия в спецоперации, проведенной в составе батальона «Запад Ахмат». С ними пообщался глава Чеченской республики. В беседе выяснилось, что пленные ВСУшники оказались из числа мобилизованных. Они рассказали главе региона, что были брошены под огонь как пушечное мясо. При этом своих командиров они даже не видели. Рамзан Хаджи Кадыров заверил, что это и есть политика преступного киевского режима. Он поручил хорошо обращаться с пленными и накормить их чеченскими национальными блюдами, а вскоре вернуть их своим семьям. Откуда вы? Ивано-Франкивская область. И что вы там делали в Донецке? Какой час военный? 115-я бригада. Сколько человек у вас в бригаде? 10 было, да? А остальные неизвестно, да? Славянские народы всегда жили в дружбе, согласии. Вы же знаете, что это неправильная война, что управляет над Украиной не патриоты Украины, не те люди, которые болеют душой за Украину. Вас пускают на пушечное мясо, а сами сидят в Киеве. И за что воюют? Вот ты за что воевал? Ни за что, да? А ты? Еще многих взяли после вас тоже, мне командир докладывал. Как у вас снабжение? По оружию, питание? По оружию автомат 4 рожка. Питание, что с собой успел взять? Тушенка, либо сухпай. Дайте им хорошо чеченское блюдо хорошее. Вот что ты скажешь Зеленскому? Что ты сказал бы? Нам не нужна эта война. Не нужны эти смерти. Не нужно, чтобы дети и матери наши, жены умирали. А кто вас тренировал? Украинцы или наемники? Украинцы учили вас, да? Патриот, по-твоему, Зеленский он? Или он кто он? Враг или он друг для украинского народа? Десятки тысяч убиваешь, от этого ни холодно, ни горячо для руководства так называемого украинского государства. Там сидят бандеровщины и все управляют. Даже не знаете, где бригада. После министр культуры Чеченской республики Айшат Кадырова поделилась с главой региона итогами поездки на Донбасс. Гуманитарная помощь фонде Аманугар. Больницы, игрушки, финансовая помощь, одежда, дом культуры, А вот идешь там, если наладишь? Да, уже пригласить бинет акция, министр Цауч, официально уже письмо сейчас, еще пригласить прежде.
мероприятий запланировать internaционального объяву. Подойду военков. Дом культуры, аппаратура, инструмент, масоом дерес абу, дерес халкода ветерна, alla любой чакта. Она осталась. لا ما هذا لا تبغى ده عبيت كذا زي ما دي سيز عودة دي زنا وصل ده دي صار هنا عويد لو جمع خليت عم ده وين نا تودي كذا صار هو شو صار بيرو نيا بدي ما يصير شو ده بولنس إنسترومنت ده صار هو شو لهم زي ما دي سنا ده دي ده عويد لو شو ده بريكلاشات بيش وين إيش دعبوج عمل عش ده بيس كولتورة نيت ناس ده نادور ما ده ديش عمل خرج شو национал месте да. Поэтому у нас получилось так. Основание да заложено было во всех направлениях. То же самое да вот им тоже надо давать правильные советы, как развивать культуру. У нас есть хороший опыт, ты все это прошла. Да. Ахмад Хаджи всегда говорил, ты станешь артисткой, да. Стала министром, да. Поэтому надо работать, да. В Грозном открыли дополнительный офис компании «Фаворит». Она предоставляет рассрочку на движимое и недвижимое имущество по нормам ислама. Торжественное мероприятие посетили руководитель отделения Банка России по Чеченской Республике Исат Амаев и представители малого и среднего бизнеса. Разрезав красную ленту, гости осмотрели новый офис и дали оценку проделанной работе. Подробнее о торжественном открытии и деятельности компании расскажет Диана Хармуш. Компания «Фаворит» специализируется на исламской рассрочке. В отличие от традиционного кредита, она исключает любые проценты. Вместо этого компания приобретает необходимый клиенту товар и перепродает его со своей наценкой. Граждане Чеченской Республики, нашего региона, активно пользуются, активно потребляют данный продукт исламской рассрочки. То есть мы все знаем, что кроме «Фаворит» есть в регионе и другие компании, которые занимаются исламской рассрочкой. Но у нас самые лучшие условия на рынке, у нас один из лучших сервисов, у нас есть полное понимание при контакте с нашим клиентом, партнером, что он хочет. И, естественно, наши сроки самые большие для наших клиентов и партнеров. Новый офис компании расположился по улице Шейха Али Митаева. Поздравить сотрудников с открытием приехали почетные гости, в числе которых и представители малого и среднего бизнеса. Я уверен, что у нас есть люди, они тут присутствуют, которые возьмутся за это дело и больше, и эксперимент чекать, потом будет принят закон, полноценный закон, и вы когда двух бежд, аурдувай. كجينا هليلوش ديك دقم ده يوين إحلان ديكو مايورا دالا أتو بالش مسوا دالا После поздравительных выступлений участники мероприятия прочитали дуа. Символическую красную ленту разрезали руководитель компании «Фаворит» Саид Магомед Ахмадов и руководитель отделения Банка России по Чеченской Республике Исат Амаев. После торжественной части гости осмотрели новый офис и прочитали мавлид. «Фаворит» сотрудничает со многими экспертами в области исламских финансов, а работа компании не ограничивается Чеченской Республикой. Диана Хармуш, Адам Ихяев, Аслан Висхаев. Неделя. В медресе Даруль-Хадис имени имама Аль-Бухари начались уроки по акиде, мусульманскому вероубеждению. Это третий этап аттестации преподавателей Корана, который проводится после изучения теории и практики. Занятия будут проходить 2 раза в неделю. В конце программы обучения состоится итоговый экзамен, после чего выпускники получат сертификат, дающий право на преподавание Корана. Такая аттестация проводится по поручению муфтия Чеченской Республики Салаха Хаджи Межиева. Помещение, шарин давать, я сейчас وقت خضحي يخشطوا بوش ليش كل بوش بالنخ أتسير علم أدوج دحي يخشبوش تصون دير وي مخكحة وي مثلا مخلا حجرش سأمانش سأدين لوش مخكلرنا أش حجرش كع دحي يخش بوش بالنخ أورمي لقر يولش خوك باي دحي يخش خيروتش اشتوى مفتي سالة حاجة أمر ثاني وي لعبيوش بابو تغنى از تئوری پراکتیکا چق بویله دو حاله عقیدتی ها ایجینش دلشه از درسی از اوروکی حبیه کن حیخر خوایبو دال مغلاها هرش چق مدویله نها دو حاله اگزامی شقیله اشتر شو چق دالی دالن پوربلها ای سرتیفیکات دو حرو دواتیشه چق بالری استشتوق دال مغلا.
В Грозном состоялось религиозное мероприятие в поддержку специальной военной операции на Украине и чеченских бойцов, участвующих в ней. В центральной мечети «Сердце Чечни» собрались представители духовенства всех районов республики. Вместе они прочитали священный мавлид и сделали дуа, прося милости у Всевышнего. كيجيناخ ويجربوا وسمسش بالخن حلخ بالله قحيو بشا ويكيجل قوو تاع شلو دقة تنو نا أي مانع حاجة دا لا موجوش اللي صدق يا أخي إذا يو ويبتش هيد يزولش كيجي بيرش إشكول عخل دي يشتغل بيرش مخكر آرق بلا وكيجيش ناخنت بان سيجع ساغنت سيجع شيجر يشتغل غنت دعخيتنا إيش قحيو بشبو هنت خلوا المجلس إذا ويا مصوش رأي أونيرا وشخيت قيد نشبر إشتا ترك نشبر مريد شبر إمام شبر تلصونا ويا ير مجلس تعنق تعنا إناه قولينك ويا دين أورخلي أز دين أورخلي كوارت عول ويا مفتيو وزيسيل عولش دالا تانا ديكنز بيخن بويل ير مجلس نيسينا قوزع بوخ حكية بنا يركية نيس بينك ويا ماريو أس ماري كويجل خولو ويا مار وخاص محمد دال ديكنز بيخن سونا بويل ديريز خيل يركية بين شان. В Национальной библиотеке Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова прошла презентация книги «Ландыши в Грозном». Автор произведения – кандидат исторических наук Ибрагим Хаидов. Поздравить писателя собрались его родственники, коллеги и знакомые. Участие в мероприятии принял и заместитель председателя правительства Чеченской Республики Эльхан Сулейманов. Чеченская Республика прошла 2 военные кампании, поэтому уверен, что для жителей, для людей, которые находились в это время в гуще событий, эта книга не станет чужой, она станет частью тех испытаний, той частички памяти, которая осталась со времен войны. Участники презентации поделились впечатлениями о книге. Каждый из них смог также задать вопросы автору. В завершении мероприятия гости получили в подарок книгу с подписью писателя. В первую очередь, это книга о людях. В них я и черпаю и свое вдохновение, и первую мысль, которую я пытался донести и старался донести. И в ходе сегодняшних обсуждений я вижу, что все-таки я рад, мне удалось это сделать, я донес, что во всем есть человечность, во всем есть доброе отношение. Умная спортивная площадка появилась в Алхан-Юрте. Она включает в себя футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки и беговую дорожку. Многофункциональное сооружение построено в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». Подробнее в следующем материале. В здоровом теле здоровый дух. С такими словами сюда будут приходить жители села Алхан-Юрт. Здесь открывают первую умную спортивную площадку. Каждый желающий сможет заниматься физкультурой и спортом по готовым программам. На торжественную церемонию открытия прибыли министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Валид Идилов, глава района и местные жители. тренировок шеметкю, так якидуана спортивные мероприятия шеметкю, وين ما خاردون أويتريحة عستا حيلن دون يوق спортивный комплекс حيلي إيش تكوشلا كديرو عيلي تصرخ دونا يوق спортивный دون комплекс حيلي دون هرشادريكي دونا أحمد حاجي دا الغازو قبل دول بيركه دو آخر مصومة ديش ولا ويباتش عن دونا بق الله ديل رئيس الألور درخ. После разрезания красной ленты министр культуры и спорта вместе с другими почетными гостями осмотрел многофункциональную площадку. Здесь же проходит игра местной футбольной команды. Футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки с искусственным покрытием, беговые дорожки на 250 метров. Все доступно для жителей села любого возраста. Мы благодарны Всевышнему, а потом Рамзану Ахматовичу Кадырову и главе нашего района с появлением его, значит, назначения у нас очень пошли, значит, и дороги, и спортивные залы уже,
Многофункциональная площадка названа в честь героически погибшего при исполнении служебного долга Ахампаша Алимханова. Сооружение построено в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» для активного занятия спортом. Само же открытие приурочено к столетию образования Чеченской Республики. Седа Хасиева, Малик Мурзаев, Аслан Висхаев. Неделя. Учащимся педагогического колледжа рассказали о жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. В честь месяца Рабиуль-Авваль, в котором родился лучший из людей, Департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями провел встречу со студентами. Им поведали о том, какую милость человечеству оказал Всевышний, отправив с пророческой миссией Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. يا رسول الله حدني شوال جدين عمر هون قوبع الشي ذاك يوم ولدت فيه ألسوا إذا شادني شوال خلوشل ددول دي خوب شألسوا تدين عمر أخادير يلشنو تدين عمر قبرو وين جويش تكودو إذا وين دز خلر شن حرمة تديش خلر أخ تدين شوح ديل يجدني شوال جبت شوح وي عمل يحصودو ديزر ووشي ديزر يح ووشي داشر يح. Также в рамках реализации единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения провели разъяснительную беседу о целях проведения специальной военной операции. Европейский суд в Люксембурге признал законным запрет хиджаба на работе, а в Объединенных Арабских Эмиратах мигрант из Пакистана выиграл в лотерею более $2,5 миллионов. Эти и другие новости исламского мира в нашей традиционной рубрике «Умма». Европейский суд в Люксембурге признал законным запрет хиджаба на работе. Иск подала бельгийская мусульманка, которую уволили за ношение платка. Высший судебный орган Евросоюза заявил, что ущемление по религиозному признаку не прослеживается. По их мнению, притеснения не было, следовательно, такой запрет не является прямой дискриминацией. Жительницу Карачаево-Черкесии оштрафовали за хранение экстремистских материалов в целях массового распространения. Поводом послужили 3 экземпляра книги «Крепость мусульманина». Малокарачаевский районный суд вынес такое же решение нескольким жителям республики. Напомним, что это издание включено в российский список экстремистских материалов. Всемирный союз мусульманских ученых-богословов издал фетву о запрете использования верующими биткоина и других криптовалют. В заключении отмечается, что это напрямую нарушает финансовые нормы шариата. По их мнению, данный процесс идет в ущерб человеку и способствует росту преступности. В Объединенных Арабских Эмиратах мигрант из Пакистана выиграл в лотерею более $2,5 миллионов. Работая автомехаником, мужчина получал $540 в месяц. Данный случай изменил всю его жизнь. Счастливчик сообщил о намерении пожертвовать часть денег пострадавшим от наводнения жителям своей страны. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. С нового 2023 года услуги Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования будут предоставляться в единых офисах клиентского обслуживания. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда по Чеченской Республике. Путем объединения обеих структур будет создан Социальный фонд России. Он же будет назначать пособия семьям с детьми. Также это отразится на порядке оформления и размере выплат, уплате страховых взносов, отчетности для работодателей. 1 января 2023 года в Чеченской Республике все государственные услуги в области социального обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания, которые находятся по прежним адресам клиентских служб, а также по адресу офиса Фонда социального страхования. А также граждане могут обратиться в фонд в электронном виде через портал государственных услуг, лично в клиентские службы или в МФЦ. Финал всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», прошел в Грозном. Состязание нацелено на выявление и поддержку талантливых управленцев системы образования. В нем приняли участие свыше 36 тысяч педагогов из всех регионов России. Финалистами же стали 402 педагога. Это 104 команды, в том числе 3 из Чеченской Республики. Заключительное третье испытание состоялось на площадке лингвистической школы имени Дашириева. Там же и прошло награждение участников грамотами
грантами и подарками. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», национального проекта «Образование» и проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Я поздравляю всех участников, не только Чеченской Республики, конечно, всех победителей. Благодарю нашего уважаемого главу Рамзана Ахматовича, Министерство просвещения Российской Федерации и автономную некоммерческую организацию «Россия – страна возможностей» за этот конкурс, за эти условия, за этот опыт и, конечно же, за эти несколько дней, проведенных в городе Грозный, где мы знакомились друг с другом, смотрели, учились, перенимали опыт и, конечно же, делились тем неоценимым опытом, практикой, который есть у наших учителей. Я уверен, что в дальнейшем это станет для нас еще одной богатой практикой, опытом, чтобы и в последующих годах таких конкурсов и не только принимали все больше и все ярче участие, чтобы к нам наши гости хотели возвращаться и унесли из города Грозного частичку всего самого лучшего, доброго, и чтобы город Грозный всегда остался в их памяти чем-то хорошим и особенным. С 19 по 21 октября в Грозном прошла выставка мебельной отрасли «Мебель и интерьер-2022». Она направлена на успешное развитие мебельного бизнеса в Чеченской Республике и установление взаимовыгодных деловых связей между производителями и поставщиками. Посетителям представили более 50 экспонатов, известные крупные мебельные фабрики, оборудование, фурнитуры комплектующих и программного обеспечения для самой индустрии Чеченской Республики и российских регионов. Организатором выступила выставочная компания «Актив Экспо» при поддержке Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики, а также Министерства промышленности и энергетики региона. Мы очень рассчитываем, что наша выставка «Мебель и интерьер», она действительно стала очень полезной, активной деловой площадкой для производителей и поставщиков мебели, для налаживания их взаимовыгодного конструктивного диалога. Также на нашей площадке за эти 3 дня уже достигнуты более 300 договоренностей по реализации мебельной продукции, по созданию совместных мебельных предприятий в нашей республике. На этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей!